Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Подъезд жилого дома обрушился в Новосибирске после взрыва. На месте катастрофы нашли 5-го погибшего. Меры поддержки малой авиации. Местная компания «Сахалайтинг» планирует обеспечить всю республику комплектами светосигнальных огней. Первая партия необходимой экипировки. В республике начали производство блиндажных свечей для участников СВО. Средства на строительство, приобретение жилья и погашение ипотеки. Многодетные семьи могут получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Расскажем о расширении государственных гарантий. Борьба за главный приз в прямом эфире. На телеканале «Якутия-24» продолжается проект «Танцуй». Спасатели в турецком городе Кахраманмараш вытащили из-под завалов после землетрясения 9-летнюю девочку с отцом. Ребенок Зейнеп Палат и ее отец Фейзулах Палат были спасены спустя 80 часов после природного бедствия. Сейчас общая численность группировки МЧС России в Турции составляет свыше 150 человек. В Сирию прибыли и работают более 50 сотрудников МЧС России. В Турции проживает много якутян. По их словам, среди пропавших без вести и пострадавших наших земляков нет. Сейчас они принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовало около 300 авторшоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе и Сирии. Живу в Анталии уже 2 года. По поводу землетрясения мы узнали внезапно и были очень в шоке, как и все наши друзья, соседи. И согласно нашей информации, из якутян никто не пострадал, потому что большинство якутян живет в Анталии, максимум на востоке это город Мерсин. Там немножко потрясло тоже на востоке, но чуть-чуть, разрушений там нет. Что касается Анталии, то люди здесь очень сплоченные. Моментально все собираются, собирают деньги, собирают одежды, продукты, вещи, первые спальники, палатки. Ну и даже судя по нашим соседям, нас сразу объявили в общей группе в чате собрать помощь. Мы загрузили полную машину, чем могли. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до 5. Среди погибших есть 2-летний ребенок. Судьба 10 человек, в том числе 3 детей, остается неизвестной, сообщили в экстренных службах. В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются. В качестве основной версии частичного обрушения дома в Новосибирске рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием. Взрыв газа прогремел в 5-этажном жилом доме на улице Линейной около 8 утра по местному времени. В доме обрушились 2 подъезда, разрушено 30 квартир. Для жильцов развернули пункт временного размещения в школе. Департамент соцполитики Новосибирска выплатит по 32 тысячи рублей на каждого члена семьи пострадавшего. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Айсен Николаев поздравляет с вековым юбилеем отечественной гражданской авиации. За свою столетнюю историю отечественная гражданская авиация прошла тернистый путь становления и развития от мечты человечества о полете до создания мощной инфраструктуры, обеспечивающей воздушные перевозки. Стремление подняться над землей и добраться до любой точки мира стало возможным благодаря упорному труду тысяч наших соотечественников. В Якутии, в самом большом субъекте нашей необъятной страны, гражданская авиация играет ключевую роль. Сегодня якутские авиаторы и другие отраслевые работники обеспечивают устойчивую работу авиационного транспорта на бескрайних просторах Арктики, преодолевая огромные расстояния. Тем временем местная компания «Сахалайтинг» планирует обеспечить всю республику комплектами светосигнальных огней для доступности малой авиации. На сегодняшний день они полностью закрыли потребности нескольких районов. О том, как проходит производство и о важности таких комплектов, смотрите в материале Светланы Амосовой. Комплект светосигнального оборудования для безопасной посадки воздушного судна. На данный момент это максимально востребовано в северных районах, куда летает санитарная авиация. Совместно с пилотами и бортинженерами компания «Сахалайтинг» разработала мобильный комплект для малой авиации. В условиях санкций это отличный вариант импортозамещения, благодаря которому появилась возможность организовывать вертолетные площадки в населенных пунктах, даже без доступа к электричеству. Сами светосигнальные огни производятся в Москве. Мы являемся представителями по Дальнему Востоку. Остальное все
Пайка кабелей, сборка вообще самого комплекта, это даже изготовление ящика. Да мы уже занимаемся сами. Это уже готовые и укомплектованные наборы. Здесь есть светосигнальные лампы, генератор питания, ветроуказатель и даже рабочие перчатки. Буквально через несколько дней они отправятся в северные населенные пункты, где они жизненно необходимы. Уже более 50 комплектов отправлены в районы. Полностью закрыты потребности в Кобяйском, Нюрбинском, Верхоянском и Алекминском улусах. Острая потребность с оснащением посадочных площадок ночным стартом стояла уже очень давно. Раньше в советское время ночных стартов не было, технологии совсем другие были, это надо электричество было подводить. А сейчас это очень можно с портативного генератора сделать, и оно можно поставить, и через день снять и увезти в другом месте, поставить это. В этом и кроется уникальность и большой плюс набора. Более того, у него доступная цена для поселков. Он в 2,5 раза дешевле, чем у производителя из других городов России. Стоит отметить, что в прошлом году на оснащение в бюджете было предусмотрено 25 миллионов рублей. Еще плюс к этому мы планируем вот именно площадки именно все-таки бетонировать этими переносными плитами, которые вот сейчас строит Алекма, построилась, ну такой же, только маленькую площадку сделать. Это технологично и, во-первых, ну, некоторые скажут дорого, но это такая площадка минимум 50 лет может существовать. Сахалайкин планирует охватить всю республику, чтобы санитарная авиация и авиация-обеспечение могла в любое время суток приземлиться в населенный пункт. Ведь по нормативам федеральных авиационных правил в селах, где нет таких светосигнальных огней, не разрешается посадка воздушного судна. Светлана Амосова, Галина Чекурова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Сжиженный природный газ из республики начнут экспортировать в Монголию. Для изучения данного вопроса в регион прибыла монгольская делегация. Ожидается, что газ будут использовать для нужд ЖКХ в Монголии, где построят котельные. Как отмечают в пресс-службе правительства республики, рынок сжиженного природного газа в Якутии только развивается, а внутрирегиональная потребность пока невысокая. Поэтому республика заинтересована в экспорте топлива. Добровольцы, которые получили инвалидность в ходе проведения специальной военной операции, смогут получать 2 пенсии, одна из которых по инвалидности, а также дополнительные компенсации. Также отмечается, что предпринимателям, призванным по мобилизации или участвующим в спецоперации, в качестве добровольцев продлили отсрочку от уплаты аренды за федеральное имущество. Согласно новым правилам, отсрочка предоставляется не только на весь срок прохождения службы, но и еще на 90 дней после ее окончания. Изготовление блиндажных свечей для отправки в зону СВО взяли на себя сотрудники управления Госстройжилнадзора Якутии. Инициатива возникла внутри коллектива, а руководство поддержало идею подчиненных. Производство удалось и быстро наладить, и уже сегодня волонтеры изготовили первую партию необходимого для бойцов предмета. Обо всех деталях расскажет Анна Пшенникова. В свободное от работы время добровольные помощники из числа сотрудников Госстройжилнадзора изготавливают свечи, совершенствуя технологию, что называется, на ходу. Используют при этом самые простые составляющие – жестяные банки, гофрированный картон и парафин. Однако, несмотря на простоту, свечи чрезвычайно эффективны и практически незаменимы как портативное средство обогрева для участников СВО. Это свечи длительного горения, горит довольно-таки большим пламенем, обогревает внутри блиндажа, например, можно просушить одежду, можно что-то приготовить, разогреть. Само производство сегодня организовано, а так мы до этого дня собирали банки, пустые банки, и заказали парафин. Первая партия парафина поступила, 30 килограммов, еще к нам едет 50 килограммов парафина. Бездымные свечи способны гореть от 2 до 8 часов. Свечу можно затушить, а потом поджечь вновь. Первая партия по предварительным подсчетам составит 150 штук. На втором этапе волонтеры Госстройжилнадзора планируют изготовить еще около 250 свечей. Мы сначала выпрямляем края банок, получается, и потом туда сворачиваем картонки, сворачиваем туго, чтобы было, и чтобы по уровню где-то, получается, что где-то наполовину. Потом мы сейчас воск, мы его разрезаем, чтобы оно быстрее плавилось, и вот там мы на водяной бане все плавим и заливаем, получается, все это уже воском.
Изготовление свечи идет быстро, пока все составляющие есть в наличии, но с приходом новой партии парафина жестяных емкостей может не хватить. Поэтому волонтеры призывают помочь. Мытые жестяные банки можно приносить по адресу Амосова, 8 и оставлять на первом этаже с надписью «Под свечи». Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Якутск. Глава республики Айсен Николаев встретился с руководителем управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии Яной Любченковой. Руководители обсудили итоги работы управления в 2022 году и наметили задачи на 2023. Айсен Николаев особое внимание обратил на показатели, связанные с работой в информационных системах «Меркурий», «Сатурн», «Аргус Фита», которые позволяют проследить путь продукции от поля до прилавка. Глава Якутии в ходе разговора особое внимание уделил вопросам проведения исследований сельхозпродукции, которая поставляется в социальные значимые учреждения региона. Данная работа проводится в рамках соглашения между территориальным подразделением Россельхознадзора и министерствами и ведомствами Якутии. Также на встрече рассмотрены вопросы, связанные с проведением профилактических мероприятий и применением рискоориентированного подхода. У нас будут изменения в федеральном законодательстве, связанные с оборотом земли сельхозназначения. На сегодняшний день претерпевает изменения, связанные с изъятием земельных участков, которые не используются по сельхозназначению. Это значит, что на сегодняшний день глава республики обратил внимание на важность применения данного федерального закона. На территории республики Саха-Якутия более 200 землепользователей, которые допускают систематические нарушения. И 50 тысяч гектар будет рассмотрено под изъятие. Во второй день отчетов правительства в Нерюнгринском районе первая рабочая группа посетила промышленные предприятия района – Якутуголь, Колмар и Нерюнгринскую ГРЭС. Подробности в следующем материале. Работники угледобывающих компаний задавали вопросы, которые на протяжении нескольких лет остаются актуальными. Это строительство приюта для животных, нехватка узких специалистов в больнице, реконструкция и модернизация объектов здравоохранения и кадровый голод водителей категорий С, Д и Е. Также прозвучали вопросы, касающиеся ремонта дорог, газификации поселка Чульман и экологической безопасности. Важно, что если взять динамики, 5 лет назад, 2 года назад, когда поднимались, многие вопросы сошли на нет, скажем так, да, может быть, приобрели новую динамику. Это очень хорошо. То есть важно, чтобы все видели, что проблематика действительно решается. Из промышленности уточняли, спрашивали перспективы, связанные с развитием Нерюнгринской ГРЭС, с развитием ЖД-станции поселка Беркакит. Это все напрямую связано с угольной промышленностью. Она у нас растет, ставит новые исторические рекорды. По итогам прошлого года исторически 39 миллионов тонн. Традиционно многие вопросы касались системы здравоохранения. Отметим, что в ближайшие 2 года планируется масштабное переоснащение медицинских учреждений и разрабатывается программа стимулирования врачей для привлечения их на работу. Я считаю, что те вопросы, которые поставили здесь жители Нерюнгринского района, которые касаются непосредственно кадрового наполнения центральной районной больницы, которые касаются непосредственно работы самой центральной районной больницы. Эти вопросы, они, собственно, многие вопросы решаемы. И я думаю, что мы с главным врачом центральной районной больницы, с руководством непосредственно Нерюнгринского района города Нерюнгри и, конечно же, такими активистами, которые сегодня задавали вопросы, совместно будем решать и принимать такие необходимые меры для того, чтобы обеспечить доступность, качество медицинской помощи в Нерюнгринском районе. Второй день работы правительственной делегации также завершился встречей с жителями города Нерюнгри. Я обращалась как председатель Всероссийского общества слепых по Нерюнгринскому району с вопросом об обслуживании инвалидов по зрению в медицинских учреждениях. Собственно, про их запись. То есть людям с тяжелыми нарушениями функций зрения тяжело в тональном наборе записаться к врачам. По итогам встречи все вопросы, озвученные собравшимися, включены в протокол и направлены в работу. Иван Лазаренко, Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Компенсацию в размере 200 тысяч рублей могут получить многодетные семьи, претендующие на получение земельного участка. Эти средства граждане могут направить как на строительство, так и на приобретение жилья, а также на погашение ипотеки. О расширении государственных гарантий, полагающихся семьям с детьми, наш следующий сюжет. Согласно закону, семьи, имеющие 3 и более детей, могут получить земельный участок под строительство дома. В настоящее время у представителей данной категории появились более широкие возможности для того, чтобы улучшить жилищные условия.
Для тех именно многодетных семей, кто не планирует использовать и разрабатывать бесплатный участок, который положен по закону данным семьям. Принято решение правительством Республики Саха-Якутия и главой о том, что данные семьи получат компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Появляющееся у многодетных семей право выбора не ограничено какими-либо сроками. Эти деньги граждане могут направить как на строительство жилья, так и на погашение ипотеки, либо покупку квартиры. Обязательное условие, что семья должна стать на очередь в органах местного самоуправления по месту жительства. Также данные семьи могут воспользоваться данным правом, подав заявление либо в МФЦ «Мои документы», да, многофункциональный центр, либо через портал госуслуг Е-Якутия, электронная Якутия, аналог госуслуг. Еще один аспект, актуальный для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, касается универсального пособия. Выплата объединяет все меры социальной поддержки, полагающиеся как семьям с детьми, так и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. В настоящее время пособие начисляется по линии как социального фонда, так и службы социальной защиты. Но также сохраняется переходный период, то есть для семей, у кого родился ребенок до 1 января 2023 года, и они подали заявление в органы соцзащиты на получение данных мер соцподдержки, то есть у них сохранится право получать в течение 12 месяцев данную выплату, и дальше у них будет как бы право выбора, да, то есть либо продолжать получать данные меры по старым условиям до исполнения 3 лет ребенку, да, либо подать заявление на универсальное пособие в социальном фонде, то есть это старое название пенсионного фонда. Механизм расчета универсального пособия разработан и утвержден. Размер его может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. То есть на какую сумму может претендовать семья, зависит от уровня ее ежемесячного дохода. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В городе Мирный дан старт мероприятиям, направленным на повышение престижа педагогической профессии. В уютных стенах школы номер 12 состоялось торжественное открытие года педагога и наставника. Сегодня в Мирнинском районе открыто 17 школ, 3 центра дополнительного образования, детская спортивная юношеская школа, где работают молодые и опытные квалифицированные учителя. В Мирном в течение года пройдут разнообразные события, направленные на поднятие престижа профессии учителей, а также тех, кто осуществляет наставническую деятельность, чтобы максимально эффективно реализовать поставленные задачи, в частности, поднять работу педагогов на новый уровень и дать импульс профессиональному развитию мирнинских учителей. Этот год будет направлен на решение задач, таких как внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Это содержательная работа с талантливыми и одаренными детьми. Ну и, конечно, это работа в проекте «Эффективная школа». Все мероприятия, которые у нас запланированы, они все будут направлены на повышение качества образования. Новые чемпионаты профессионального мастерства стартуют в стране в 2023 году. Участники соревнований продемонстрируют профессиональные навыки и компетенции по специальностям ведущих отраслей экономики страны. В этом году перечень компетенций ориентирован на востребованные и перспективные направления рынка труда. Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, на таких чемпионатах участники смогут не только показать свои умения, но и поделиться друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем подобные практики будут внедрены и в программы колледжей. Собрать и разобрать автомат Калашникова, пройти военизированную эстафету и другие испытания не каждому по плечу. Но для школьников Удачного и Айхала это оказалось проблемой. Такие навыки они продемонстрировали на спартакиаде «Допризывная молодежь». В этом году соревнования прошли в 15-й раз, состязались 28 учеников из 4 школ. В поселке Айхал мы провели буквально вчера-позавчера. Это смотр строя песни районы для... Первый день проходил для 5-8 классов, второй день проходил для 9-11 классов. А сегодня мы проводим спартакиаду допризывной молодежи. В спартакиаду допризывной молодежи у нас входит это строевой смотр, также общефизическая подготовка, сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки и военизированная эстафета. Ежегодно в спартакиаде соревнуются сильнейшие юноши. В этом году победа досталась команде Айхальской школы номер 23. С помощью соревнований школьники улучшают навыки, которые пригодятся им во время службы в армии.
Более 24 миллионов рублей направят на обновление спортивных залов в малых городах и селах республики. Эти средства предусмотрены для проведения ремонта спортзалов 5 средних школ. Номер 8 города Томмота Алданского района, Зырянской Верхнеколымского улуса, Колбакинской Вилюйского улуса, номер 2 города Алекминска и Тулунинской Усть-Алданского улуса. Также в Телейской средней школы Чурапчинского улуса перепрофилируют аудитории под спортивный зал. Кроме этого, на 2023 год запланировано оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 36 школ. На эти цели средства направят в сумме более 12 миллионов рублей. Легкоатлет Аял Сивцев установил новый рекорд России по толканию ядра и выполнил норматив мастера спорта России. Рекорд был поставлен в ходе Кубка России по легкой атлетике в Саранске. Участие в соревнованиях принимают порядка 200 спортсменов из 44 регионов страны. Напомним, в конце прошлого года Аял Сивцев вошел в тройку лучших по адаптивным видам спорта Якутии и занял 2-е место в топе спортсменов. Итоги года подвело национальное издательство «Аяр». 22-й год стал продуктивным для местного книгопечатания. Сегодня «Аяр» входит в 4 лучших национальных издательств России. В итоговой церемонии наградами были отмечены авторы прозаики, иллюстраторы, поэты, распространители книг и многие другие, причастные к успеху издательства. Напомним, что Якутия является самым читающим регионом среди субъектов Российской Федерации. Вся эта огромная работа, которая здесь у нас проводится, в этом, конечно, не только наша заслуга, я бы хотел сказать, заслуга и нашего руководства республики, которое всегда поддерживает наши начинания. И мы очень благодарим наших партнеров, как я уже сказал, писателей, авторов, библиотекарей и других заказчиков. Поэтому вот такое мероприятие мы сегодня проводим. Каждый выпуск проекта «Танцуй» и радует и захватывает зрителей и болельщиков. На сегодняшний день в эфир вышло 3 выпуска, до финала осталось столько же. В проекте осталось 7 пар, 2 из которых под угрозой исключения. Кто из участников продолжит борьбу, за главный приз решают зрители. О том, какие голосования существуют на проекте и как правильно отдать свой голос, узнавала Марферина Алексеева. Каждое воскресенье с 18 до 20 часов телеканал «Якутия-24» приковывает зрителей с разных регионов страны. Танцевальные пары удивляют своими новыми, приобретенными навыками. Участники уже показали номера в бальном и народном стиле. По итогам последнего выступления на исключение выпала пара Алексея Гайзидинова с хореографом Ульяной Протопоповой. А также пара Анастасии Кирилкиной с хореографом Альбертом Никитиным. Но ты не узнаешь другие горизонты, другая глубина. О том, кто же из них продолжит борьбу на проекте, решает итог зрительского голосования. Для того, чтобы поддержать полюбившуюся пару, можно голосовать до 20 часов 10 февраля, отправив СМС со словом «Танцуй» на короткий номер 5533, указав номера 11 за Алексея и Ульяну и 12 за Анастасию и Альберта. Помимо спасения выбывающей пары, существует еще 2 вида голосования. Номинация «Приз зрительской симпатии» будет присуждена по итогам голосования, которое проводится только во время прямого эфира. Отдать свой голос можно, отправив СМС по короткому номеру 5533 с номером понравившейся пары. Вот именно за этот приз зрительских симпатий у нас идет голосование только во время прямого эфира. Это мы озвучиваем в конце каждого прямого эфира, кто сколько голосов набрал. И из выпуска в выпуск вот эти голоса, они суммируются, и по итогам они вот получают наибольший балл и получают этот приз зрительских симпатий. А попытать удачу и присудить своей любимой паре номинацию «Выбор интернета» можно, проголосовав в телеграм-канале «Якутии-24». Каждый понедельник после выпуска мы запускаем у нас в телеграм-канале голосование, и зрители или поклонники, может быть, группа поддержки танцующих, они выбирают своего победителя. В конце каждой недели, то есть, допустим, в субботу мы завершаем голосование, и затем просто, когда уже будем подводить итоги, ближе к финальному выпуску мы все эти голоса суммируем и выберем победителя, за которого больше всего голосовали в интернете.
Сейчас участники проекта кропотливо трудятся над следующими номерами, которые будут представлены в современном стиле. Организаторы поделились, что зрители увидят номера в стиле хип-хоп, хай-хилс и бачата. До финала осталось 4 выпуска. За это время выбудут 2 пары. А победителя проекта жюри выберут из 5 финалистов. Так, победители проекта получат приз в виде 200 тысяч рублей. За приз зрительских симпатий 100 тысяч. А что получит победитель номинации «Выбор интернета» будет сюрпризом как для участников, так и для зрителей. Марферина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск. На этом у нас все. Мы продолжим следить за событиями. Оставайтесь на нашем канале.